и щебечение птичек свидетельствует об этом. Напоминает нам об этом. Кожа на руках. Вот она была свежая, чистая, а теперь она морщинистая. Каждый из вас войдет в рай. Каждый из вас войдет в рай, за исключением. Кто же это исключение? То, которые себе возомнили сегодня. Тираны, из-за которых сейчас звучит эта тревога воздушная. Наша задача не осрамиться в тот день, когда мы встретим Его, Господа нашего, и достойно ответить на всего лишь 4 вопроса. В тот день, когда наступит час, грешники станут клясться, что они пробыли на земле или в могилах всего лишь 1 час. И они забудут то наслаждение, которое здесь было. Есть несущая стена. Вот. Несущая стена. Близок к катастрофе, глобальной катастрофе, ядерной войне, о которой сейчас все говорят. Для тех, которые не уверовали. Выкроят одеяния из огня, а на головы им будут лить кипяток. От него будут плавиться их внутренности и кожа. Дорогие верующие, дорогие братья, с каждым моментом нашей жизни, с каждым ударом нашего сердца, прислушайтесь к своему сердцу, с каждым ударом пульса нашего, положите руку на пульс. Мы приближаемся к неминуемому мгновению, к моменту истины. И этим мгновением, этим моментом истины является смерть. Так Всевышний говорит: «Куллу нафсин заикатуль маут». Каждая душа вкусит смерть. О верующие, о братья, это жизнь, это мирская жизнь, все, что в ней есть, абсолютно все имеет начало и конец. То есть имеет определенный срок. И все вокруг нас на самом деле свидетельствует об этом. К чему следует приглядываться, прислушиваться, присматриваться, размышлять над этим. Как многократно это велит Всевышний, как к этому побуждал пророк саллаллаху. «Инна фи халки самавати валь ард» и подобных аятов много. Воистину в сотворении небес, в земле, и земли в смене ночи и дня в кораблях, которые плывут по морю, а сейчас и космически, с тем, что приносит пользу людям в воде, которую Аллах ниспослал с неба и посредством которой Он оживил мертвую землю, расселил на ней всевозможных животных. В смене ветров, в облаке, подчиненном между небом и землей, заключены знамения для людей, размышляющих. А ведь размышление 1 час, 1 всего лишь час, глубокое размышление над творением Всевышнего, лучше, как об этом сказал Абу Дарда, а не пророк, саллаллаху, Абу Дарда и другие праведные предшественники, в частности, Аль-Хасан Аль-Басри, подобные высказывания тоже приписывают ему. Лучше, нежели стояние целой ночи, Киям аль-Лейль. Каждый, о верующий, каждый пожелтевший листок, а недавно осень минула, на дереве, а потом опавший, а потом замерзшее дерево, снег, и мы это уже видели, а потом зеленая листва, и сейчас мы это уже, может быть, начнем видеть, такое ощущение, и щебечение птичек свидетельствует об этом, напоминает нам об этом. Кожа на руках. Вот она была свежая, чистая, к чему можно приглянуться, а теперь она морщинистая. Морщины на лбу, болячки, недуги, болезни, которые приходят, уходят. Все износится, все ветшает, одежда, тело, здоровье, красота. Посмотрите на пищу, которую мы едим, и во что она превращается. Вот она сущность этой дуньи. Омаль хаяту дунья.
Илля мата'уль гурур, как говорит Всевышний, кстати, в том же аяте, который я привел. Это тот же аят. А земная жизнь всего лишь, какое емкое описание у Аллаха. Наслаждение обольщением. Наша же задача у верующих, она заключается в том, чтобы мы не обольстились этим, не обманулись этим, не впали в заблуждение. Я бы даже сказал так, не впали в самообман. Почему? Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллукум ядхулюль джанна». Каждый из вас войдет в рай. Каждый из вас войдет в рай. Илля, за исключением. О, посланник. Кто же это исключение? Илля ман аба. Кроме тех, кто это отвергнет. Все очень просто. Они, естественно, удивились, сподвижники, спросили: а кто же это, о посланник? Кто может это отвергнуть? На что он сказал: ман атаани дахаляль джанна. Кто послушался меня, последовал за мной, тот войдет в рай. Ваман асани факад аба. А тот, кто ослушается меня, тот и отверг вход в рай. Наша задача, о верующие, не осрамиться в тот день, когда мы встретим Его, Господа нашего, Создателя, Творца, и достойно ответить на всего лишь 4 вопроса. Какие эти вопросы? А эти вопросы простые, как сказал посланник Аллаха: «Садикуль маздук, ла тазулу кадама абди, яумаль кияма». Но идут стопы раба Аллаха в день воскрешения до тех пор, пока он не будет спросен о 4. «Хатта юс'аля ан умари фима афна», о своей жизни, то есть времени, на что он потратил ее. «Ва ан ильмихи фима фа'аль», о своих знаниях, на что он направил эти знания, что он с ними делал. «Ва ан малихи мин айна ктасабаху ва фима анфака», о своем имуществе и деньгах, как он приобрел их и на что потратил. «Ва ан джисмихи фима абля», и о своем теле, то есть здоровье, на что он его износил, потратил. Наша задача, о верующие, обрести успех, настоящий успех. А это возможно лишь уберегшись, обретя спасение от ада, от огня, и обретя рай. Войдя в рай, как говорит Всевышний, опять же, в том же аяте, который я привел. Это все части этого аята. «Ва иннама туафауна уджуракум яумал киямати». В день воскресения вы получите вашу плату сполна. «Фаман зухзиха анин нар. Ва удхиляль джанната факад фаз». Кто будет удален от огня и введен в рай, тот обретет успех. О верующие, о братья! Всевышний создал все сущее, Вселенную, дабы показать свое могущество, владычество, настоящее могущество и владычество, подлинное, необманное, то, которое себе возомнили сегодня тираны, из-за которых сейчас звучит эта тревога воздушная. Он Господь, Он Владыка. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Он одолевающий находится над своими рабами. Он всемогущий. Он мудрый, ведущий, он знающий все. И пусть не обольщаются эти тираны. Ведь придет этот миг, когда их постигнет смерть, и тела их сгниют в земле, с которой они были созданы. О верующий, Он создал нас, Господь создал нас для того, чтобы проверить, кто и как будет поступать с тем, что даровано Ему. Табарака аллази биядихиль мульк, так говорит Всевышний. Благословен тот, в чьей руке власть, кто способен на всякую вещь. Аллази халакаль маута валь хаята, тот, кто создал смерть и жизнь.
лияблюакум аюкум ахсану амаля. Дабы испытать, кто из вас будет поступать лучше. Чьи деяния окажутся лучше. Он могущественный, прощающий. Дорогие верующие, Он подсчитает, Всевышний подсчитает, сосчитает, соберет все наши поступки и деяния и представит их нам. Кто как поступал и что делал. И каждому воздастся по его поступкам. Как говорит Всевышний, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. И дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творящим добро наилучшим, то есть рая. Настоящая же награда, подлинная награда у верующих, действительная награда. Какой она может быть? Она точно может быть неприходящей, то есть тем, что придет и уйдет. То есть она точно не может быть тем, что из этого мирского, то, что мы видим, чувствуем, осязаем, щупаем, оно все уходит. Настоящая награда у верующих. Это награда в раю, который не имеет конца. Это очевидно. Там, где нет срока, там, где нет конца. И точно так же настоящее наказание. Настоящее наказание – это не те невзгоды, которые нас здесь постигают, которые постигли, ушли, укололи и ушли. Нет, наказание там. Вот оно, настоящее наказание. А ведь грешникам, когда будут воскрешены в судный день, вся их мир, вся их вот эта жизнь окажется мгновением, как говорит и описывает это Всевышний. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. В тот день, когда наступит час, грешники станут клясться, что они пробыли на земле или в могилах всего лишь 1 час, некий час. То есть они забудут то наслаждение, которое здесь было. Таким же образом они были отвращены от истины. Поэтому, дорогие верующие, самое ценное, что может быть для человека в этой жизни на самом деле, это его размышление, это его осмысление, прочувствование того, что есть ад, о награде рая. Награде рая, о стремлении к раю, размышления над адом, боязнь и страх перед наказанием Всевышнего. Когда сердце человека пребывает между страхом и надеждой. Аль-хауф вар-раджа. И тогда, именно тогда, все его поступки выравниваются, становятся ровными, выверенными. Такими были наши праведные предшественники. Я не говорю просто про то, что человек может знать на уровне знания. Многие могут знать. Иблис тоже знал. Я говорю про то, что тут. Яркие примеры приведу из жизни праведных предшественников, сподвижников. Абдуллах ибн Раваха, ради Аллаху анху, один из величайших сподвижников и шахидов, свидетелей за веру, когда он умер в битве при Му'та. Не хотел говорить про джихад, про войну, видите, опять все про джихад, про войну. Что он сказал? Он, прежде чем выступить, знамя потом ему досталось. Он третьим поднял знамя. После Джафара ибн Абу Талиба. Он заплакал. Он словно чувствовал, наверное, что покинет этот мир. Он заплакал, и ему сказали: «Ма юбкик, почему ты плачешь? Ну, еще ж битва не началась, ничего нет. Ничего не происходит». Факаль. И он сказал: «Валлахи, ма абка сабабатан бикум, моля джаза'ан аля дунья». Клянусь Аллахом, я не плачу из-за любви к вам или из-за того, что лишусь этой жизни, этой дуньи. Валякин закарту кауля Аллах. Однако я вспомнил про слова Аллаха. Ва им минкум илля варидуха. Ведь каждый из вас пройдет через него, пройдет через мост. Сура Мария.
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Непременно это будет произойдет. Это таково решение твоего Господа. И он сказал: فَكَيْفَ لِي بِالصَّدْرِ بَعْدَ الْوُرُودِ. Как же я, кем же я окажусь? В каком состоянии я буду после того, как пройду мост? Иншаллах. Да? И окажусь перед Садр. То есть предстану пред ним. Или Умайр ибн аль-Хаммам, другой сподвижник, который сказал, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в битве при Бедре, опять битва пред Бедр, опять джихад, не хотел про джихад сегодня, не хотел про войну говорить. Куму иля джанна, идите к краю, встаньте к краю, ардуха самавати валь ард, ширина которого небеса и земля. У этого сподвижника, то есть у Умайра, в руках были несколько фиников, которые он начал есть. Он начал есть. Представьте себе эту картину. Он не доел, услышав эти слова. Вот про какое осознание я говорю, про осмысление, про чувство. Он бросил эти финики, не доевший, и сказал: «Фарама бихинна вакаль, ла ин бакайту хатта акуля тамарати хади инна ля хаятун тавил». Если я останусь, продолжу есть, доедать эти финики, клянусь Аллахом, это жизнь долгая для меня. И он пошел в бой и был убит, и стал шахидом. Анас ибн Надр, другой величайший сподвижник, который сказал: «Инни ла аджиду, поистине я чувствую запах рая. Мин дуни Ухуд, за Ухудом, в битве при Ухуде, факаталя». Некоторые ученые, Ибн Хаджар, мы уже об этом неоднократно говорили, возможно, здесь имеется в виду реальный смысл, что он действительно почувствовал запах рая. Настолько его было это чувство, это осмысление, это ощущение в этой жизни. О верующие, мы нуждаемся в постоянном напоминании о рае и аде. Напоминание о том, благодаря чему мы сможем пройти этот жизненный путь. Этот путь. В этой дуне, до того, как станем на сират мост, в грядущей жизни и предстанем пред ним, мы нуждаемся в напоминании и размышлении об этом. Денно и ночно. Дома, на работе, в бизнесе, в семье, в политике, в обществе, во взаимоотношениях с людьми. Особенно в условиях современного мира, материализма, который проникся материей сейчас. С одной стороны. С другой стороны, он погряз в алчности, погряз в разложении аморальности, а также близок к катастрофе, глобальной катастрофе, ядерной войне, о которой сейчас все говорят. О верующие, тяга к краю, стремление к краю – это то, что ведет нас по этому пути. К намеченной цели, а страх перед карой Всевышнего – это то, что нас всегда удерживает, сдерживает от того, чтобы мы не сошли с этого пути, для того, чтобы наш автомобиль, вот вам сравнение, не ушел, не слез с этой дороги, не ударился в обойму или не слетел. Точно так же, как в машине. Вы нажимаете на педаль и устремляетесь. Но когда видите опасность, нажимаете на тормоз и удерживаетесь, сдерживаетесь. О верующие, без этих чувств, страха и надежды, сердце верующего на самом деле, оно сердце пустое, словно стена. Есть несущая стена, вот. Нет, вот. Несущая стена. А есть полая стена. Полая. Гипсокартон. Вроде есть, а его нет. Я об этом, о братья. И пророк, посланник Аллаха, да благословит Аллах его приветствует, всегда побуждал к этому. Побуждал к краю. Хоть этот хадис даиф, как говорят некоторые мухаддисы, а некоторые говорят сахих, приводят его в контексте побуждения. Так пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аля мушаммирун лиль джанна». Нет ли того, кто засучил рукава и усердно стремится к раю? Фа инналь джанната ла хатра ля. Ведь поистине у рая нет ничего подобного раю. Вахия раббуль Кааба. И клянусь Каабой, это свет, который
блестит. Переливающийся свет. Варахана тахтазу, базилик, растение базилика, листочки которого мерцают. Извините за неточности перевода. Вакасрун машид, возведенный замок, дворец. Ванахрун мутрат, текущая река. Вафакихатун кафира надыч, много плодов свежих, вкусных, зрелых. Вазауджатун хасна, прекрасная жена, красивая жена, джамиля. Вахулялюн кафира, и множество украшений. Фи мукамин абад, постоянные обители, нескончаемые, не имеющие конца обители. Также пророк от Абу Хурейры передается, что сказал: Бина уль-джанна, строение рая, лабинату захабин, то есть оно выстроено из золота, кирпичи из золота. Валабина фидда, то есть один камень из золота, один из серебра. Вамулатуха аль-миск, аль-мулат ма якуну байна либан, то есть для связки раствор используют же в строительстве. Мулат, вот это имеется в виду. Раствор из чего? Из миска. Вахисауха лю-лю валь-якут, камушки, жемчуг и драгоценность. Якут. Турабуха за'фаран, земля ее за'фаран. Тоже растение благоухающее. Ман ядхулуха ян'аму ва ла я'бас ва ла яй'ас. Тот, кто войдет в рай, ян'ам, будет постоянной милости и никогда не впадет в уныние. Ва юхаллад ва ла ямут. Будет тахлид, будет вечно и никогда не умрет. Также Всевышний, описывая рай, говорит: вот описание рая, обещанного богобоязненного. В нем текут реки из воды, которые не застаиваются. Реки из молока, вкус которого не изменяется. Реки из вина, здесь оно запрещено, да, но там будет разрешено. Дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда. В нем для них уготованы любые фрукты и прощения от их Господа. Неужели они подобны тем, которые вечно пребывают в огне, и которых паят кипящей водой, разрывающих кишки? Что же касается ада, о верующий, то это тьма. Тьма, нескончаемая тьма. Как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что если камень кинут, скатнется в воду с пропасти, то он будет лететь в ад 70 осеней, 70 лет и не достанет дна. Вот таков он ад. И все познается в сравнении. Посланник Аллаха, описывая ад, сказал: «Нару дунья джуз'ун вахидун мин саб'ина, джуз'ан мин нари джахан». Этот огонь в этой жизни, кто-нибудь когда-нибудь обжигался? Представьте себе это. Он всего лишь 1/70 часть того огня. И также Всевышний, описывая ад, говорит: вот две тяжущиеся группы, которые припирались по поводу своего Господа, для тех, которые не уверовали. Выкроят одеяния из огня, а на головы им будут лить кипяток. Юсхару бихи мафи бутунихим валь джулуд. От него будут плавиться их внутренности и кожа. Для них уготованы железные палицы. Валахум маками'у мин хадид. Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда, избавиться от печали, их вернут обратно. Вкусите мучения от обжигающего огня. О верующий, поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах принимает мольбы тех, кто обращается к Нему. Я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем, молим о помощи и прощении, на Него уповаем. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьется с этого пути. Кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на этот истинный путь. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного, единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. О верующий, Всевышний побуждает нас устремляться к раю. Он говорит: стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных. О верующий,
Пусть никто из нас не обольщается этой дуньей. Не опирается на эту дунью. И тот, кто оперется на эту дунью, он подобен тому, кто будет опираться на воду. Он провалится в ней, утонет. О верующие, пусть сердце ваше будет всегда между надеждой на милость Аллаха и страхом перед Его карой. Обратите внимание, что сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Мир ему. Он сказал: в судный день принесут человека в грядущей жизни, который страдал в этой жизни, жил, был несчастен, постоянно был испытан. Один раз окунут в рай всего лишь. И спросят его: «Ябна Адам, о сын Адама, халь раайта бусан кат, ты когда-нибудь страдал?» Он скажет: «Ля валлах», скажет: «Нет, клянусь Аллахом. Ма раайту бусан кат», никогда не страдал, не видел. И наоборот: придут человека, который был в изобильных милостях, жил в роскоши в этой жизни. И его окунут один раз в ад, а потом спросят: «Ты жил в наслаждении?» Он скажет: «Нет». Он все забудет. Все. Абсолютно. О верующие, бойтесь Аллаха и стремитесь к краю. Ведь все, на самом деле, все мы в него войдем. Все войдут в рай, кроме тех, кто отверг это, как мы это уже сказали. Как это сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. А дабы не стать одним из тех, что надо делать? Следовать повелению Аллаха и повелениям Его посланника. Да благословит его Аллах и приветствует. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا